В эфире «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. По поручению главы республики порядка 300 миллионов рублей направлены на реализацию региональных мер поддержки IT-компаниям. За счет этих средств предоставляются льготные займы и пассивные инвестиции IT-стартапам. Также поддерживают экспортоориентированные IT-компании и те, которые работают на импортозамещении. Каков вклад малого бизнеса в экономику региона сегодня, расскажет гость студии Тимур Ханды, министр по делам предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия. Тимур Юрьевич, здравствуйте. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, сколько на сегодняшний день всего у нас в регионе IT-компаний? Давайте начнем с того, сколько у нас всего предпринимателей. 39 тысяч предпринимателей, а IT-компаний у нас сегодня 654. 396 из них это индивидуальные предприниматели, 358, и 296 это юридические лица общества с ограниченной ответственностью. Вот такое количество сегодня, отрасль молодая, но, как вы знаете, как знает почти каждый наш житель, у нас очень много мер поддержки сегодня направляется на эту отрасль, начиная от предпосевных инвестиций. У нас очень укомплектованный, наравне с очень продвинутыми регионами, как Татарстан, институт поддержки для инновационных технологических компаний. Начиная от вечерной компании, у нас есть технопарк, IT-парк. На самом деле не в каждом регионе есть такие институты поддержки, поэтому наши компании успешно развиваются. Ну и в плюс так получилось, то, что наше население очень математическое генетически, и поэтому кодировать какие-то приложения, разработки мы умеем. У нас есть очень хорошие резиденты, такие как Сайберия, которые сегодня на всю Россию предоставляют свои приложения, очень удобные в сфере здравоохранения. А в какой еще помощи нуждается эта отрасль, чтобы стать вот прямо ключевой в республике, если она такой еще не является? Ну, она всецело поддерживается со всех сторон. У нас есть Министерство инноваций, которое занимается этим напрямую, как отраслевое министерство. Я думаю, здесь поддержка есть, конечно, нужны кадры. Подготовка высококвалифицированных кадров – одно из самых главных. Сегодня это одно из самых приоритетных направлений, и штаб цифровой трансформации, который ведет Айсен Сергеевич, очень четко ставит приоритеты, чтобы каждое министерство занималось своими цифровыми проектами, потому что управление данными, управление регионом за счет обработки данных, аналитика их – это одно из важных направлений сегодня. Совсем недавно завершился форум предпринимателей, который состоялся у нас в республике. Расскажите, какие предложения прозвучали в части поддержки малого и среднего бизнеса региона? Сегодня мы действительно провели очень большой форум, который шел не один день на многих площадках, и мы постарались вовлечь абсолютно все отрасли предпринимательства. По всем направлениям у нас были предложения. По Министерству здравоохранения, по линии здравоохранения это частные стоматологические клиники, которые сегодня предлагают по пенсионному возрасту снижение, да, чтобы можно было уходить. Также они смотрят, система здравоохранения у нас по маршрутизации состоит из 3 этапов, и частные клиники тоже хотят попасть в эту систему. Очень много предложений поступает по каждой площадке. Мы сейчас готовим общую резолюцию, в которой мы будем детально все прорабатывать с коллегами с бизнес-объединением. Соответственно, этот документ уже выйдет, и будем отрабатывать на уровне правительства его. А предприниматели каких отраслей экономики более всего ощущают весь груз санкций? Но я бы не сказал, что какая-то отрасль, наверное, наиболее сильно. Все страдают у нас на самом деле от санкций, потому что маршруты финансовых потоков, они все поменялись. Чтобы теперь обеспечить те же обязательные расходы, займы, кредиты, зарплаты, аренды, все равно у всех есть обязательные расходы. Вот, а выручка падает. И сейчас компании необходимо, наверное, перестраиваться, и мы всецело оказываем все виды поддержек, начиная от информационно-консультационных до финансовых, которые разрабатывались очень оперативно. Сегодня есть фонд развития предпринимательства, который предоставляет довольно-таки быстро кредитные инструменты. Также есть федеральные меры поддержки, это и постановление правительства 336 по мораторию на контрольно-надзорную деятельность. То же самое мы недавно подписали на Восточном экономическом форуме с корпорацией МСП соглашение, которое дает нам зонтичное поручительство. Поручительство – это когда у предпринимателя нет залога, и он использует инструмент поручительства вместо залога. Вот, и это у нас идет до 25 миллионов нашим фондом, а при соглашении с корпорацией МСП мы можем делать поручительство до 70%, а для начинающих предпринимателей до 90%.
На самом деле это очень хорошая мера поддержки, и наш фонд уже на сегодняшний день выдал поручительство в сумме на 1,2 миллиарда рублей. А какие еще меры поддержки, разработанные вот для предпринимателей фондом, вы можете рассказать более подробно? Ну, у нас есть отраслевые продукты в фонде. В целом есть универсальный продукт, да, 8% для предпринимателей в целом. Самый главный инструмент, о котором я уже говорил и не раз, это займы, микрозаймы для торговли. Потому что торговля раньше не всегда поддерживалась, и для того, чтобы обеспечить непрерывную поставку товаров первой необходимости, продовольственных товаров, товаров народного потребления, разработана такая мера поддержки. Мгм. А что касается тех, кто только мечтает открыть свое дело, какие федеральные и региональные меры государственной финансовой поддержки существуют для субъектов МСП? Вы уже вкратце о них как-то рассказали, может быть, давайте разъясним это. И еще можно дополнить, где конкретно можно получить полную информацию. У нас есть очень хороший инструмент, это центр «Мой бизнес», который расположен в 32 муниципальных районах, и они занимаются информационно-консультационной поддержкой. Есть телефон горячей линии, есть сайт мойбизнес14.рф. Можно зайти и полностью всю информацию там получить. Но отвечая на ваш вопрос, как открыть свое дело, легко ли это сделать, наверное, сегодня государство подготовило абсолютно все возможности для того, чтобы это сделать. Начиная от информационно-консультационной, как, куда пойти, прям пошаговая инструкция. И на самом деле тут предпринимательский путь намного облегчен, чем раньше. Если раньше все делали на своих ошибках, да, а сегодня уже есть пошаговая инструкция, как не допустить эти ошибки, как правильно выбрать налоговую систему УСН, либо патентная система. Вот, очень много вопросов возникают, и они все уже есть в бизнес-кейсах на нашем портале. Давайте немного еще поговорим про форум, который состоялся. В рамках форума был круглый стол по разработке стратегии развития торговли в регионе на 2022-2025 годы. Какие актуальные вопросы поднимали его участники и какие предложения будут взяты на вооружение в скором времени? Вот, наверное, каждый, кто сейчас нас смотрит, думает торговля. Да? Почему торговлю мы делаем такой большой акцент? Ну, просто оглянитесь вокруг. Все, что нас окружает, это торговля. Это все предприниматели. Мы одеты в одежду, кто-то ее привез, кто-то ее создал, кто-то ее поднял, доставил, прорекламировал. Все, что нас окружает абсолютно, это все предприниматели. И торговля является двигателем экономики. То есть если не будет торговли, производственные компании, которые производят услуги либо товары, они будут без сбыта. Поэтому торговля – важный момент. А почему стратегические документы? Здесь нужно, наверное, понимать, что у государства должна быть долгосрочная цель. И если предприниматель видит, куда смотрит государство, ему намного легче развиваться и планировать свой личный бизнес. Ну вот тоже хочется спросить, легко ли сегодня в таких непростых условиях запустить свой бизнес? Мы об этом немного поговорили, но может быть вы сделаете упор, какую отрасль бизнеса выбрать сегодня проще и запустить вот именно его проще? Ну смотрите, знаете, здесь я бы разделил бы на несколько частей. Открыть бизнес кому? Вот если человек начинающий предприниматель или молодой предприниматель, ему легко. Объясню почему. Во-первых, мы подготовили пошаговую инструкцию, а во-вторых, у него нет опыта, и он не знает, что такое хорошо, что такое плохо. То есть он начинает с нулевой точки, и для него сейчас это норма. А для тех предпринимателей, которые занимаются бизнесом более 5, 10, 20 лет, им, конечно, морально сложно, но технически это все сейчас возможно. А молодые предприниматели что сейчас открывают больше всего? Есть какая-то статистика, что, например, это может быть продуктовый магазин? Или... Здесь молодые предприниматели делают, конечно, акцент на свое любимое дело. Я знаю очень много молодых предпринимателей. В свое время я возглавлял деловое сообщество молодых предпринимателей. И знаете, есть такая, наверное, общая черта. Все занимаются своим любимым делом. Кирилл Соболев любит заниматься спортом, открыл спортбазу. Семен Сивцев очень любил рассказывать про то, как продвигать свой бизнес, и он сейчас занимается маркетинговыми услугами. То есть, понимаете, каждый любит свое дело, и он занимается этим. Сейчас у нас как раз появилась такая мера поддержки, как субсидии, они федеральные, идут в рамках национального проекта. В этом году получили субсидии по социальному, и в этом году добавили молодому предпринимателю. То есть у нас 82 предпринимателя получили в этом году уже субсидию. Общая сумма поддержки составила 33,9 миллиона рублей.
Это А что- безвозмездные деньги для того, чтобы развивать свой бизнес. Это очень важно. Это прекрасная, да, поддержка. А что насчет образования предпринимателей? Насколько часто им нужно повышать свои знания в этой отрасли и где они могут их повышать? Возможно, это можно делать через ваш сайт или портал. Но мы системно проводим такую работу тоже по линии национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Нам предоставляют федеральные бюджетные средства для того, чтобы мы могли привлекать федеральных экспертов. И ежемесячно практически проходят вебинары. И в рамках форума у нас были спикеры, которых мы приглашали. Поэтому эту работу мы ведем. Но в целом предприниматель не должен только, наверное, надеяться на нас. Каждый предприниматель в своей отрасли, он изучает самостоятельно, и это нужно делать, наверное, если не ежечасно, ежеквартально, ежемесячно. И это постоянный процесс. Предприниматели всегда растут, и они всегда сталкиваются с проблемой отсутствия компетенций, когда увеличивается выручка, увеличивается количество одновременных процессов в своем бизнесе, и у него начинает ступор, что делать. Либо он ничего не делает, и у него идет стабильность в выручке, но по факту в динамике с конкуренцией это уже идет вниз. Поэтому ему необходимо постоянно обучаться, чтобы быть конкурентоспособным. Это же рыночные условия. Бизнес – это большая конкуренция. Но также хочется еще спросить в условиях санкций, куда ориентироваться предпринимателям, которые были настроены на экспорт. Это, например, может быть наши чаи, какая-то ювелирные изделия. На что они должны сейчас пересмотреть свои взгляды и, может быть, взять вектор? Сегодня действительно у нас в рамках того же нацпроекта есть экспортное мероприятие. Мы оказываем поддержку в части субсидирования, каких-то авансовых мероприятий, чтобы они могли выехать на выставки. Действительно, экспорт у нас с недружественными странами прекратился, но при этом открылись новые возможности в другие регионы, в другие страны дружественные. Просто этот механизм до конца еще не налажен, и наши коллеги, предприниматели из отрасли экспорта, они действительно не очень в хорошем сегодня состоянии. Вот по Сахачаю нужно, конечно, показывать поддержку, потому что это наши самые активные предприниматели. Все знают про наш Иван-чай якутский, который собирается всем народом, и, наверное, это гордость Якутии и, наверное, даже какой-то бренд. Тимур Юрьевич, спасибо вам большое, что пришли. Поправьте меня, пожалуйста, в конце, если я сейчас ошибаюсь, но, по-моему, сегодня празднуется ваш профессиональный праздник, День предпринимателя. День предпринимателя был вчера был День предпринимателя. Он очень, наверное, сильно поддержал наших предпринимателей. Я бы хотел, пользуясь моментом, еще раз своих коллег поздравить. Предприниматели в такое важное время – это опора для всего общества, это непрерывные поставки и обеспечение продуктами питания, народными потреблениями. Сегодня каждый предприниматель у нас на счету, и это наша гордость. Поэтому мы всеми силами будем защищать каждого. Тимур Юрьевич, спасибо большое, что пришли. Также поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. Желаем вам всего самого наилучшего. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.